вот как так получилось, что, видимо, не все выбрались, хотя очень просили многие записать и так далее. На самом деле сегодня нам предстоит довольно интересный разговор, и мне хочется сказать несколько слов, предварить сегодняшнюю встречу несколькими словами. Вот, надо сказать, что, на мой взгляд, во всяком случае, медицина и здравоохранение – это часть национальной культуры, причем очень значительная часть, ибо от психического и физического состояния, от физического здоровья людей во многом зависит благополучие нации, народа, благополучие страны. И не случайно отец мировой медицины, так бы я его назвала, Абу Али ибн Сина, наш современник, вот, европейская литерация – это Авиценна, живший в X и в 1-3-11 века, дал начало великому искусству исцеления своими трудами. Их у него было посвящено именно вот медицине более 50. И это, конечно, самое главное его труд, это канон врачебной науки, книга исцеления, вот, указания, наставления, книга знаний и так далее, огромное количество этих книг, которые были основными учебными пособиями, кстати сказать, в течение многих веков, вплоть до середины 17 века. По его книгам обучались в университетах Европы, Востока и вообще всего цивилизованного мира. Вот. Ведь Сино еще к тому же известен не только как исцелитель, он известен и как поэт, писавший, кстати сказать, он вошел в число лучших классиков таджикско-персидской поэзии. Это и философ, это и музыкант, и поэтому, в общем-то, ну, это человек многогранный, это и астролог, вот, человек, который внес в мировую культуру очень много. И надо сказать, что из 450 трудов, которые были им написаны, сохранилось до наших дней, прошло 274. И надо сказать, что вот одна из прекраснейших афористических книг Зафар-Наме, которая, кстати сказать, Зафар-Наме, значит, книга побед, она приписывается ему, но на самом деле она была написана Бузург-Мехром, визирем царя Анушервана Справедливого, Анушервана I Справедливого в VI веке, и Авиценна перевел со среднеперсидского, то есть с Пехлеви, эту книгу на среднеперсидский, на то, что мы сегодня называем фарси. Я переводила эту книжку, и поэтому могу сказать, что это очень любопытная книга. Я думаю, что не случайно на нее обратил внимание великий Авиценна. Эта книга написана в форме, афористическая такая книга, в форме вопросов ученика своему наставнику и ответов учителя. И вот один из вопросов, мне очень хочется сегодня сказать вам об этом, один из вопросов ученика звучит так: «О, учитель, скажи, что надо делать, чтобы обойтись без лекарств?» Это относится к сегодняшней нашей с вами теме. И мудрый ответ учителя гласит: мало есть и мало спать и мало говорить. Мало есть и мало спать и мало говорить. Ну, я должна сказать, что мало здесь означает в меру, не больше, чем полагается. А вот мало говорить и вовсе означает, что излишняя болтливость может на целую голову укоротить тело человека. Как говорил один из персонажей моего любимого писателя Бахманёра, которого я тоже переводила, это писатель, великолепный писатель, прозаик, такой притчеобразный писатель 20 века, один из его персонажей говорил: да, длинный язык укорачивает тело человека на целую голову, увы, на целую голову. Вот поэтому, прежде чем какие-то слова говорить, об этом и Авиценна не раз предупреждал, слово, всегда он слово ставил впереди всего. Что лечит человек? Прежде всего, на первом месте у него слово. Вот. И надо сказать, что не случайно слово, вернее, медицина, слово медицина получило свое название от имени самого Абу Али ибн Сина, потому что это слово
оно взяло свое начало от словосочетания «мада де сино». «Мада де сино» – медицина. «Мада де сино». «Мада де сино» переводится «исцеление от сино», то есть от Авиценны. Вот это «мада де сино» стало названием всего мирового, так сказать, направления здравоохранения, которое называется медициной. Да, поэтому я его называю отцом вообще современной, вообще мировой медицины. Сегодня вы уже знаете все, что перед нами выступит мой замечательный друг, наш соплеменник Мулла Зухур Тофири. Он верный последователь Авиценны, я должна сказать. Вот это очень многогранный человек. Он врач-кардиолог, психотерапевт, фитотерапевт, мануалист, сексопатолог, специалист по восточной медицине, носитель звания «Лучший целитель России» 2002 года, «Лучший целитель мира» 2004 года, кандидат медицинских наук, академик Межнациональной академии естественных наук, член-корреспондент Академии технологических наук России, генеральный директор ООО «Мехрегио», ну, если перевести на таджикский, драгоценные травы или драгоценные растения. Главный редактор журнала «Авиценна», и председатель профессиональной ассоциации традиционной медицины, специалистов народной медицины и целителей Республики Таджикистан, член ассоциации таджиков мира Айван, то есть связь, и поэт, прозаик, музыкант, член общественного совета при президенте Таджикистана, член торгово-промышленной палаты Таджикистана, председатель Международного союза писателей и целителей, автор 50 книг и 20 запатентованных лекарственных препаратов, народный герой Республики Дагестан. И это все вот один этот человек. Многие его как его назвать доктор Тофири, его многие называют доктор Тофири. Я хочу привести, прежде чем я закончу, хочу привести одну цитату из высказывания Авиценны. Он говорит: «Нет безнадежных больных, есть только безнадежные врачи». Вы понимаете, это было сказано в X веке. Нет безнадежных больных, есть безнадежные врачи. И доктор Тофири как раз учит, как прожить без болезней. А лекарства он назначает естественное, натуральное, не приносящее вреда человеческому организму. На его счету, кстати сказать, многие сотни людей, которым доктор Тофири подарил вторую жизнь, счастливую, без болезней, полную радости. И вот давайте мы сегодня с вами послушаем, что он нам посоветует для сохранения нашего с вами здоровья. Я думаю, что нам всем будет полезно его послушать. Честно скажу, я, хотя у него много роликов, не было времени, то там посмотреть, то там, но не удается. А вот сегодня мы в полной мере узнаем, что мы должны делать для того, чтобы быть здоровыми, не пить лекарства и еще жить к тому до 100 лет. Я хочу быть здоровым. Я думаю, что вы тоже. Так что давайте. Салам алейкум, Дустони Азиз. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вас всех люблю. Но когда к больному приходишь, не спрашивают, те академик, герой, он спрашивает, можешь мне помогать лечить? Поэтому эти люди много здесь читать. Да. В общем, я разработал систему. Я в течение 50 лет работал в области медицины и пришел к такому заключению, что надо людей учить быть здоровым, а не лечить. Потому что человек принес инфаркт, инсульт, он инвалид, много проблем. Поэтому буквально вот 18-го я на приеме президента был, но мне сказали написать свое предложение, что внедрить мою методику в школах. Именно в школьной скамейке надо учить людей, чтобы быть здоровым. Средняя продолжительность жизни человека, много книг пишет, 100, 150, 200 лет. Есть книга «Умершие врачи не лгут», но там пишет 250 лет все. А для этого все надо учить людей. Так, у меня, чтобы у вас был тонус, я диагностику ставлю по голосу. Сейчас все будем 3 раза говорить. Ха-ха! 3 раза. Ха-ха!
Вот в конце занятий видите, потом у вас другой голос будет. Бонус появляется. Да. Я на территории России более 40 лет работаю, полгода в Таджикистан, полгода в новых регионах ездил. 3 дня находки были, в общем, везде. И одна газета, про меня написали, таджик, который мир признает, по ходьбе ставит диагноз. Мы просто сидели, люди ходят. Я говорю, у него печень больной, у него почки больной, у него такой больной, а там спрашивают уже. 90% то, что я сказал, соответствует. Значит, техника проблемы со здоровьем не решает. Правильно? Еще создает много проблем. И деньги не решают. Я вам все на этом скажу. А сейчас у меня 3 вопроса. Первый вопрос. Самый богатый человек в этом зале, кто руку поднимет? Самый богатый. Тот, кто здоров. Никогда лекарств не пил. Хорошо, потом я отвечу. Второй вопрос. Кто хочет жить 100 лет? Все хотят. Третий вопрос. Кто занимается очищением кишечника, делит клизму? Кто делит клизму, очищение кишечника? Вот. Я почему эти вопросы задавал, товарищи? Первый вопрос, самый богатый. Это я везде провожу тренинги, и дипломатам проводил я, и вот коллеги Минздрав. Вот это вопрос, кто самый богатый, никто руки не поднимает, друг на друга смотрит. Я говорю, все больные. Самый богатый, когда глаза видят, уши слышат, ноги двигаются. Это богатство. И любит. Да. Второй вопрос, кто хочет жить 100 лет, от нашего познания много зависит. Я по себе скажу, я 2 раза принес клинический смерть. Буквально вот в 2020 году у меня двухсторонний плеврит был. Вот, я говорю, все. И мочекаменная болезнь, я очень плохо выглядел. Собирались родственники, давай в больницу, а тот умрешь. Я говорю, в больницу не пойду, до 100 лет буду жить. Я разработал систему, там я специально наклеивал, что вы потом на свой телефон снимали, система оздоровления по методику доктора Такери. Потому что 55 книг я написал, на 1 лист заключение сделал. Сейчас потом немножко вам расскажу. От вашего подсознания много зависит. Вот. Поэтому, когда вы перед собой поставите цель, задачи, вот там слушали, это 10 лет тому назад был снят. Я когда работал в Сочи, мама упала, звонит, что я умираю, приходи. Я говорю, если умрешь, не пойду. Вот реакция такая. Она меня ждет, когда придет. А вот сейчас многие тоже говорят, я болею, я умираю или рак. Вот это вы должны переключиться. Слово действует на организм человека двояко. Я, когда написал книгу «Мудрость любви», написал, словами можно любить, словами можно убить. Одно слово разрушает все. Поэтому, если вы перед себя сегодняшний день поставите, день с днем активизируете. Там есть книжка «Жизнь прекрасна, когда мы здоровы». Остальные меня пригласили бывшего ректора, за 80 лет, сказали, он тяжело больной, умирает. Я пришел 1,5 часа с ним, беседовал его. Говорю, твой запас организма еще за 100 лет. Вот так. Через 3 месяца я смотрю, в интернете про меня пишет стихи. Потому что надежда на выздоровление – это уже половина лечения. Правильно? Правильно. Так, поэтому есть книга Платонова «Слово как физиологический лечебный фактор». Одним словом можно много болезней лечить и много болезней появляться. Вот сейчас ошибки нашей медицины, много болезней говорят неизлечимы. И больной уже говорит, да, у меня рак, у меня такой неизлечимый, он не выздоравливает, потому что его подсознание не дает дальше развития. Так, третий вопрос очищения кишечника. Вот я специально даже, а там картинки можно будет показать? Картинки кишечника. Картинки, которые там поставите? Малик, если не поставить, ну ладно. Вот смотрите, если там поставить, все видите, а я с собой, когда больных индивидуально консультирую. Ну сейчас смотрите, первый фильтр это печень. Любой орган поражается, это первый нарушение функции печени.
Потому что я участвовал на вскрытии 2000 умерших людей, когда заведующий отделением реанимации. Вот китайская медицина тоже говорит, если сердце больное, зрение нарушено, надо лечить печень. Вот смотрите, здесь печень, все вот это толстый кишечник, это мусоропровод. Вот. Если мусор не будет в свое время входить, газ образуется. Я специально вот этот шланг взял, чтобы вы помнили. Вот этот шланг как толстый кишечник. Пища поступает, дальше не идет, остановится, газ образуется. Газ образуется, давление повышается, нарушение рейд пойдет, много проблем. Долго будет стоять. Калиевые камни и там червячки образуются. Поэтому я более 30 лет делаю клизму. Клизму делать несложно. Я специально взял учеников 3-5 класса, чтобы доказать нашему президенту, что можно школьной скамейке, их научил, как делать клизму. Есть кружка эсмака, если знаете, там 2 литра вода размешается, шланг есть. Наверху кипяток, воду поставить, температура тела и шланг на конечке будет задний проход. Вода заходит, 200 мл, потом выходит все. А сейчас более 15 лет на территории России я многих научил, что от крана у вас у каждого дома есть душевой. Открывайте брызгатель. Там маленький отверстие есть шланг. Сядете на угол ванны или стоя будете держать задний проход, чтобы 50 сантиметров вода поднимается. Держите, вода заходит, сразу убирайте, газы кал выходит. Вот так 3-5 раз. У вас сразу много проблем решается, потому что мусор уходит. Простая вещь. Если будете делать, гарантированно вы выздоровеете, долго будете жить. Значит, я когда работал в Дубае в 1994 году, у меня приступ аппендицита. Мы жили в одной квартире, один врач с Америки, один с Ирана, один из Дубая. Хотели меня отправить на операцию. У меня с собой была книга Майя Гагуляна «Очищение организма». Я говорю, человек государства, я умру, даже иногда зуб удаляешь, человек может умереть. А я вошел в 12 часов ночи, один раз шланг вот так держал, все, открылся холодный легкий пот, расслабился, все. 2 часа, еще 5 часов от утра уже никакой боли нет. Аппендицит исчез. Если вы научитесь делать, вот я сейчас, например, иногда делаю в течение дня 3-4 раза, когда плохо чувствую. Я сразу чувствую, что у меня газ, сразу давление повышается, поддержал шланг, сразу выше. Еще один пример. Я когда в Сочи работал, на самолет опоздал, новый билет взял. Рядом сидел один генерал, который курировал в Сочи, генерал ФСБ. Я пообщались, говорит, давай я тебя завтра в ресторан приглашу, угощу. Вот завтра вечером мы шли, я вам поставил бутылку коньяка, много морских продуктов, я некоторые вещи не кушал. На завтра утром у меня обе ноги отеки до колени, я очень плохо выглядел. За 2 дня я себе восстановил. Я взял 20 таблеток активированного угла, сода пил, так, наверное, 10 раз клизму сделал, соки пил, за 2 дня восстановился. Организм человека самовосстанавливающий. Вот утром у вас берут анализ крови, сахар, и километр 4 проходите, опять сдаете, если был 15, становится норма. Он расходуется. Поэтому много сейчас стало, вот я когда в реанимации работал, многих людей снимали с поста, бюро ЦК, секретарь горкома, райкома снимали сразу в реанимацию. Высокое давление и транзиторно повышается сахар. И врачи, которые опыта не имеют, говорят, у вас сахар высокий и диабет. Код ставят, у него появляется и диабет. Потому что это временно. На фоне стресса сахар тоже повышается. Сейчас очень много сахарных диабетов. Так, вот насчет, что вы поняли, клизму делать. Я на себе делаю. Я однажды, смотрю, живот трудно, газы ходят. А говорю, ты поливал, все, смотри, никого нету, вот это холодной воды, шланг держал. Вода зашла сразу, каловые массы, газы, сразу мне легче стало. Поэтому вы научитесь делать. Вот маленькие грудные ребенки, плачут, у них газ, все, есть груша, возьмите воду. Вот так взяли туда и сразу газ каловый, он спокойно. Или ночью он встает, плачет. Чего плачет? Вода не хватает.
Поняли? Первое лекарство вода. А сейчас минут 5, по-моему, 6 фильм есть. Первый номер поставь, свет выключите. Чуть-чуть, чтобы вы имели вот представление, а потом я расскажу.